Если раньше лук использовали исключительно для охоты или защиты от врагов, то сегодня переживает новый всплеск популярности. В качестве спорта, охоты, развлечения, хобби, стрельбой из лука занимается огромное число людей. Число желающих пополнить их ряды сегодня стало еще больше. Тому подтверждение республиканский турнир по стрельбе из лука, организованный Ингушским региональным отделением ДОСААФ России. Орлиное зрение и умение грамотно обращаться с луком и есть секрет точного выстрела Умара Барахоева. По его словам, о навыках и мастерстве лучника говорит и то, как он держит лук. В руках у него классический лук, другое название охотничий. Тренировка лука. Я психологически устойчивый халвич Бохбир, дакитра хамачва влиятиш. Вещь успокоиться, дочь нормально толго. В турнире свои строгие правила и регламент. Даже самый усовершенствованный лук не поможет выиграть, если стрелок не знает, как с ним обращаться, говорят опытные спортсмены. Главное – иметь желание, остальное придет со временем. Лом-Али Бузуртанов лук и стрелы начал осваивать лишь 1,5 года назад, но желание зародилось еще в детстве. Я штиқи прицел юлишат, даху юлжоқ, стабилизатор яжақ азы юлишат. Максимально ден атяқы шимштолца болжбол тархылбес. Чам массахан паларцан, просто тавайциге да бол боны я хазмазенги сей гал хавага санна штиқи нисона. Текиздир тиха атяқ ица сен тқдам ица лавуокс болды. Лучники разделены на две категории. Первая дистанция предназначена для спортсменов первого года обучения. Стреляют на расстоянии 20 метров. Вторая для более опытных, тех, кто занимается больше 2 лет. Дистанция 30 метров. Проведению такого турнира предшествовало открытие спортивного отдела в региональном ДОСААФ. Мероприятие приурочено к 95-летию отделения. По словам организаторов, этот вид спорта стремительно набирает популярность как среди молодежи, так и старшего поколения. Вообще это наш национальный вид спорта, хоть он не был у нас развит. В силу некоторых исторических событий, фактов мы немножко потеряли этот момент, но сейчас уже возрождаем. Наше Министерство спорта очень делает акцент и всегда наблюдает за тем, как мы работаем, действуем. В структуре ДОСААФ, я думаю, тоже получит хорошее развитие именно это направление. Это также олимпийский вид спорта. Можно сказать, что на сегодняшний день где-то мы мониторим этот момент, и где-то около 300-400 человек уже лучников у нас в республике имеется. Помимо стрельбы из лука, на стадионе имени Магомеда Парчиева соревнуются по стрельбе из пневматической винтовки. Среди участников как учащиеся автошкол ДОСААФ, так и профессиональные спортсмены, в их числе и Харун Цичоев. Некогда увлечение переросло в настоящий спорт. Харун в прошлом году завоевал первое место на соревнованиях. يغوي نفسه وسطوه الحنز ما يولي ناتر جويتك دا خاطر ما يولي نات حتى اشتهش كان ز دا لوك بهتر دقه بعض يا خلص بقى خيتر هني الشيء بص بدنا شو ديك سبورتيس لوك بهتر تمبولي ديكي دا شانس ياج تخيتر سويتك سبورت. Весь спортивный инвентарь для участников турнира предоставлен Ингушским региональным отделением ДОСААФ. Организаторы предусмотрели все условия безопасности спортсменов, разграничили площадки, за ходом состязаний наблюдают сами сотрудники ведомства. Цель проведения – это популяризация видов спорта, также для профилактики и борьбы с такими вещами, как употребление наркотиков, употребление спиртных напитков, а также досуг для людей. Для призеров приготовлены призы в формате обучения в любой автошколе ДОСААФ Ингушетии по любой категории, которую он выберет. Бесплатно обучение? Конечно, да. Подводить итоги турнира пока рано. Состязания продолжаются. Региональное отделение ДОСААФ выразило благодарность Центру культуры, спорта и туризма Магаса за предоставленную помощь в проведении турнира. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.